Руслан, а вот Дания отменила все коронавирусные ограничения. Неужели это конец? Конец пандемии. Представляешь, 2 года прошло, как мы делали первый выпуск про коронавирус. 2 года. Представляешь, Я 2 года. представляю, потому что все устали. Устали пациенты, а врачи как устали. Ну, омикрон прет в атаку в полный рост и каждый день ставит рекорды заболеваемости. Но, честно говоря, я надеюсь, что это последняя, ну, либо уже предпоследняя его атака. Ковид выдыхается, и надо просто еще немного потерпеть. Но, говорят, течение омикрона более легкое, чем все предыдущие волны. Но, тем не менее, пациенты требуют к себе внимания врачей. Но вот нынешняя 5-я по счету волна коронавируса, она реально испытывает на прочность нашу систему здравоохранения. И как ее выдержать, давай сегодня расскажем, обсудим. И начнем со скорой помощи. В каких условиях она работает? Давай. 40, контакт отрицает. 641. 1030. Номер вызова 841. Это диспетчерская, словно метеостанция. По количеству звонков могут сразу сказать, что Уфу накрыла новая волна коронавируса. Число вызовов выросло в 10 раз. Врачи и фельдшеры напряжены. Выезд за выездом, почти без отдыха. В обычное, условно говоря, мирное время мы определенное количество вызовов обслуживали. То сейчас количество обращений, вызовов граждан увеличилось практически в 10 раз. Лиана Валиахметова работает на скорой более 10 лет. Спасать людей приходилось и после ДТП и серьезных чрезвычайных происшествий. Открытые переломы, инфаркты, инсульты, кровотечения, критические состояния. Для нее это кажется рутинной, но любимой работой. В период коронавируса число вызовов, не относящихся к категории экстренных, выросло существенно. Да, часто такое бывает, когда температура вызывает на 39,40, приезжаешь 37,6, 37,5. Все вызовы делятся на категории экстренные и вызовы категории неотложные. На экстренные вызовы это когда жизни пациента угрожает, жизнеугрожающее какое-то состояние. Да? То есть это может быть ДТП, это инфаркт, инсульт и так далее. Те состояния, с которыми пациент самостоятельно не справится. И на эти вызовы категории экстренные мы должны доехать за 20 минут. Вторая категория вызовов, вызовы категория неотложная, на которые мы выезжаем в том случае, когда у нас нет на данный момент, есть свободная бригада и нет вызовов категории экстренной. Смена у врачей и фельдшеров длится 24 часа. Из-за нехватки кадров и большого количества вызовов отдохнуть нет даже минуты. Часто маршруты меняются на ходу. Маршрут у нас постоянно меняется, куда вызывают, куда и едем. По словам водителя скорой Игоря Феоктистова, сейчас в зимнее время ситуация осложнилась из-за заставленных машинами дворов и шлагбаумов. Маневрировать тяжело, из-за этого теряется много времени. А вот на дорогах водители стали более сознательными и почти всегда пропускают карету скорой. В основном. Сейчас народ уже стал более цивилизованный и пропускает скорую помощь. Медикам поступает очередной вызов, и они снова отправляются в путь. Оказать помощь они готовы всем и всегда. Главное успеть к тем, кому она действительно нужна срочно. Башкирию накрыло 5-й волной ковида. Количество заболевших бьет рекорды практически каждый день. Но дополнительные инфекционные стационары не разворачиваются. И это значит, что болезнь протекает в более легкой форме, чем это было раньше. Пандемия проверяет на прочность каждое звено здравоохранения. И теперь на передовой участковые терапевты и врачи скорой. Оценить состояние, успокоить, взять мазок, открыть больничный, сделать назначение, закрыть больничный. Очереди пациентов с утра выстраиваются у поликлиник. Как наша медицина, особенно ее амбулаторное звено, выдерживает очередной тест на прочность, теперь омикроном. Перестройка работы поликлиник, усиленный режим, студенческий десант и ажиотаж с пациентами. Как наши земляки лечатся от ковида за рубежом? И взрослые ответы на детские вопросы вакцинации. И когда, наконец, закончится пандемия? Можно ли уже делать прогнозы? Эти и другие вопросы повышенной температуры обсудим сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Анна Казак, наш постоянный гость, главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, заместитель, который курирует как раз амбулаторное звено, первичное звено. И Науфаль Загидуллин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, у которого есть богатый опыт работы в красной зоне ковид-госпиталя. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. И первый вопрос, Елена, да, продолжая тему сюжета, скажите, пожалуйста, мы
готовились к такому повороту событий, как кратный рост нагрузки вот на нашу систему здравоохранения? Конечно, мы готовились, и мы готовы к этому подъему и росту новой коронавирусной инфекции. В декабре, в конце декабря и в начале января мы отмечали незначительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, что дало перезагрузку в первую очередь нашим врачам, нашим медработникам, и поставить ту систему здравоохранения в цейтнот, как у нас обычно это проводится и продолжается, как и было в предыдущие периоды этой пандемии. В этом ракурсе у нас сделано довольно-таки много. Мы, во-первых, и отработали с Башкирским государственным медицинским университетом, запланировали в помощь нашим... Скажите, пожалуйста, какое количество студентов, ординаторов привлечены для работы в поликлиниках? Еще раз давайте эту цифру озвучим. Где-то более 2000 студентов. 2000 студентов. Да, и это ординаторы. и 5-й курс, и 1-й курс, и колледжи нам помогли, направили своих студентов для работы в амбулаторно-поликлиническое звено. Они у нас привлекаются как в работе регистратуры, обзвон пациентов, находящихся на динамическом наблюдении, раздача лекарственных препаратов и разведение потока пациентов в самой поликлинике Мы об этом непосредственно. еще обязательно поговорим. Давайте теперь к омикрону. Да? Анна, скажите, пожалуйста, вот новый штамм, да, омикрон, о котором мы знали заранее, к которому готовились, но тем не менее во многом он стал неожиданностью. Скажите, пожалуйста, какие-то новые правила в ограничений внесены? Да, конечно. У нас же ученые не стоят на месте, они постоянно изучают все штаммы вируса и в том числе распространение, эпидемиологию, да, всего процесса. И вот на основании тех сведений, которые мы получаем, мы, естественно, и планируем всю деятельность и Роспотребнадзора, и в том числе всех структур связанных, которые проводят... Да. Практический вопрос. Да? Да. Практический вопрос. Карантин стал меньше, то есть было 2 недели, да? Сейчас сколько составляет карантин? Карантин 7 дней, и вы знаете, здесь надо четко понимать, что человек, который находился в контакте с больным, у которого ПЦР положительный, он, если он имеет вакцинацию, в течение полугода, если он переболел, он у нас не изолируется, он продолжает работать, то есть не соблюдается режим самоизоляции. А вот на самом деле омикрон такой заразный? Или мы все-таки просто расслабились и больше контактов, и поэтому И не так больше... соблюдаем правила. Да. Ну, здесь все вместе. Вы знаете, что, безусловно, основная причина – это потому что заразность в 5-7 раз выше. И мы это видим по количеству контактных в очагах. Если раньше было 7-7,5 по 2021 году, то уже в начале года у нас около 30 человек контактных в среднее число в одном очаге. И в том числе от того, что люди, конечно, привыкли уже. Расслабились. Да. Расслабились. Ну, фальшивый. Ну, Уфаль, да, по поводу омикрона, по поводу его заразности, в чем причина? И действительно ли он действительно настолько более заразен? Он действительно более заразен, как уже было сказано, это даже 5-7 до 10 раз. В 10 раз? Да, где-то в этих пределах 5-10 раз. Дело в том, что предыдущий дельта и другие варианты, они поражали ткань, интерстициальную ткань легкого. А омикрон, он гнездится в основном, это ротоглотка, это гортань, это трахея, то есть бронхия. То есть это, по большому счету, если смотреть, как по сути протекает как бронхит. За счет этого, конечно, человек, когда дышит, он больше выделяет его и более интенсивно. А при дельте, например, этот в основном он находился именно в ткани легкого. Поэтому, как вы знаете, вот это матовое стекло, поражение, большой процент поражения, здесь он в большинстве случаев не приводит к дыхательной недостаточности. Это его основное отличие. Ну вот говорят, что это такое природная иммунизация, что вот мы все переболеем, и нам вроде как бы и вакцинация-то не нужна. Это правда? И как вы вот смотрите на это? Ну, в какой-то степени, может быть, ее можно так назвать, но и действительно омикрон достаточно безопасен в большинстве случаев. Но проблема возникает тогда, когда у человека есть сопутствующее тяжелое заболевание, заболевание сердца, почек, печени. И вот у тех больных, пожилые больные, да, у наличия онкологического заболевания, которое получают химиотерапию, именно у этих больных можно ожидать более тяжелого течения, причем своего Но основного если заболевания. сравнить его с гриппом, он тяжелее, вот омикрон тяжелее, чем грипп? Ведь любая инфекция это достаточно для организма сложно. И, кстати, многие путают омикрон Вот с может, гриппом. у кого-то Я думаю, есть. что его можно сравнить. Дело в том, Это что два совершенно разных разные все-таки заболевания. заболевания.
И- Почему? В каком моменте? Дело в том, что средняя смертность, вот летальность по-другому называется, при дельте было где-то 3%. Так. При гриппе это 0,1%. И именно поэтому их можно сравнить. Да, Но да. клинически она проявляется совсем по-другому. И Да, мы тактика- обязательно подробно еще об этом поговорим. Да. Вы знаете, мы прошли с камеры по нашим поликлиникам, поговорили с людьми, которые стоят в очередях и в поликлинике, и за ПЦР, и в очереди к терапевту. Поговорили с нашей землячкой, которая живет в Лондоне, чтобы узнать, как там лечат. Давайте посмотрим и обсудим. Большая очередь, неразбериха, к сожалению. Врача жалко, девочка хорошая, очень внимательная. Но она одна не справляется. Поток слишком большой. Сколько там внутри? Человек, визуально человек 40. И все к одному врачу. Все по живой очереди. Да, живая очередь, но отдельно есть ПЦР. На ПЦР никого практически нет. А больничный открыть, закрыть, продлить, вот эта очередь. А врач один. Все в одной очереди сидим. Вот в этом здании все люди находятся. Вот в этом кабинете. Из большой поликлиники номер 5 сюда посылают всех. Скажите, пожалуйста, вы сколько сам ждете уже? Я с 10 утра здесь стою. А сейчас? А сейчас время сколько? Да, 3 часа уже стою здесь. Какова вообще ситуация в Великобритании? То есть, если человек заболел, появились какие-то признаки ковида, да, которые мы все знаем, то первым делом, что необходимо сделать, это заказать ПЦР-тест. Заказывается в интернете. То есть скорую вызывать не надо, потому что никто, в общем-то, все равно не приедет. То есть есть единый телефон, да, по которому необходимо позвонить. Там спросят человека о симптомах, которые есть, и просто дадут совет. То есть элементарно там, выпейте парацетамола, пейте больше жидкости, там, полежите в постели недельку-две, да, самоизолируйтесь, никуда не ходите. Ну и посмотрим, выживете вы или нет. Если как бы ваши симптомы ухудшатся и начнутся сложности с дыханием или что-то еще, то тогда как бы сами себя везите в скорую помощь. Если человек хочет провериться после вакцины или после болезни, а какие же у него антитела в крови, есть ли вообще антитела в крови? То есть я вот знаю, допустим, что в России очень многие тестируются и проверяют. То есть здесь это невозможно в принципе. То есть купить тест на антитела нельзя нигде. Бесплатных тестов тоже нет. Ну, не секрет, что очень часто нам приходится слышать какие-то критические замечания в адрес нашей системы. Недовольных, как обычно, очень много. У нас такой менталитет, да? Но все познается в сравнении. На самом деле. И, Елена, вот скажите, пожалуйста, вот мы выслушали нашу землячку, которая живет в Лондоне и знает не понаслышке их систему медицины. Возможно ли у нас такое, что вот скорая помощь не приедет для оказания помощи? Нет, такого нет, потому что помощь оказывается в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, и государство гарантирует эту помощь. Если есть вызов в скорую помощь, он обязательно будет обслужен как экстренный. Если есть необходимость неотложной медицинской помощи, то он будет передан в поликлинику, и из поликлиники уже придет бригада. И все равно доведен до конца. Обязательно, Да? обязательно. Да, конечно, вот в поликлинике показали и очереди, и действительно был ажиотаж, но этот ажиотаж случился у нас... Как можно его объяснить, ну, кроме кратно возросшей нагрузки? Ну, во-первых, на предыдущей неделе мы видели постепенное повышение обращаемости в поликлинике, и уже в субботу было принято решение о том, что график работы поликлиник в красной зоне будет расширен до 22 часов. В воскресенье у нас уже поликлиники работали с 7:30 до 22 часов. Но, как всегда, мы привыкли, жизнь начинать с понедельника, и в понедельник вся группа пациентов, которые не пришли к нам в воскресенье, были где-то за городом, они все пришли в понедельник на прием. 8 утра. В 8 утра на прием к врачу, как это у нас традиционно было до этого.
Мало того, в пятницу у нас были назначены медицинские процедуры, диагностические анализы, кому-то нужно было сдать ПЦР-тест, и опять-таки они тоже пришли все с утра. Вот у нас получилось задвоение, и вот такая ситуация. Ну, сейчас ситуация стабилизируется более-менее? Сейчас, да, ситуация стабилизировалась, стабилизируется. Мы ведем мониторинг, буквально фотографиями присылают ежечасно нам в чат количество посещаемости, то есть поликлиник, в том числе и красной зоны, перед поликлиниками. На вот сегодняшний день уже ситуация более спокойная. Важнейший вопрос, он такой конкретный, да, по поводу ПЦР-тестов. Сейчас время сдачи ПЦР-тестов, оно расширено по графику? Оно и было расширено, то есть ПЦР-тест То есть не нужно в 8 утра за ним идти? Ни в коем случае. ПЦР-тест можно сдать, ну вот как мы говорим, до 19:30. С чем это связано? Это, конечно, это не говорит о том, что мы в 22 без 5-10 пришли, и у вас не возьмут этот ПЦР. Конечно, возьмут. Все связано с временем доставки биоматериалов в лабораторию. Если раньше мы доставляли их 2 раза в день, допустим, утром с 10 до 11 и в конце рабочего дня с 6 до 7, то сейчас время доставки мы изменили, кратность доставки мы изменили, и сейчас доставляются 3 раза в течение дня, с 10 до 11 в лабораторию, с 3 до 4 и где-то с 7 до 8. То есть если вы пришли в 8 часов и сдали этот ПЦР, он у вас уйдет утром, соответственно, у вас будет утром анализ проведен. Вот вопрос, как себя правильно вести, если чувствуешь, что что-то с тобой недомогание, не то? Да. Ну, здесь самое главное, нужно себя спокойно вести, не допускать какой-то паники, там сразу скорую помощь, наверное, нет смысла, потому что действительно болеют очень многие, но это правда. Надо посмотреть за динамикой, если нет тяжелых заболеваний, сопутствующих заболеваний, то тогда... Что должно насторожить? Вот многие говорят, у меня высокая температура, и с 39 она падает всего лишь до 37. Это нормально? Или температура при лекарствах должна падать до 36,6? Вот должно насторожить. Ну, во-первых, температура обычно при омикроне это 1-2 дня. То есть если 1 день, то в принципе можно еще подождать, конечно, в следующий день. Опасно тогда, когда высокая температура, это 39-39,5, они длится 2-3 дня. Вот в этих случаях 3 дня и более, конечно, надо однозначно уже принимать какие-то более действенные меры, вплоть до скорой помощи. Второе – это нарастание одышки. Да, вот как при дельте, когда падает сатурация, сейчас у многих уже есть пульсоксиметры, если это по нарушению сознания, безусловно. Вот в эти моменты, конечно, нужно уже принимать более агрессивные какие-то меры, там, вызов скорой. Понятно, спасибо. Я прошу прощения, Анна Андреевна, да, но пока мы далеко не ушли от поликлиник, важнейший вопрос больничный. Потому что понятно совершенно, что человек с утра позвонил работодателю, сказал, что у него недомогание, что ему нужно у терапевта получить там направление на ПЦР-тест. По поводу электронных больничных. Обязательно ли идти в поликлинику, чтобы открыть больничный? Давайте эту ситуацию проясним. Больничный лист. Это ведь тоже причина создания этих очередей огромных, это тоже одна из очередей, особенно когда закрывают больничные листы. Вроде бы уже выздоровел пациент, да, но идет в поликлинику. Он идет на закрытие, тоже в поликлинику. Значит, здесь ситуация в чем? Поликлиники принимают в красной зоне. В поликлинику можно обратиться, позвонив через колл-центр, контакт-центр Минздрава и через антиковидный ситуационный центр по номеру. Количество сотрудников, в котором тоже увеличено кратно, между прочим. Конечно, 122 вы набираете, вызов врача на дом, вызываете врача на дом, врач приходит или фельдшер приходит, осматривает пациента, проводит термометрию, проводит физикальный метод обследования, берет, сейчас у нас мы внедрили иммунохроматографический метод анализа, то есть экспресс-тест берет, и по результатам этого экспресс-теста, возвращаясь в поликлинику, он оформляет ему уже дистанционно этот больничный лист. То есть это один пациент, у которого есть положительный результат на ковид. Если пациент контактный с больным, вот Анна Андреевна тоже говорила, да, он имеет предписание Роспотребнадзора о том, что он является контактным на 7 дней карантин, то мы ему... Я немножко поправлю. Да, говорите, да, конечно. Если позволите, сейчас у нас же очень быстро меняется все, в том числе нормативная документация, что да, уже по анализу периоду действия омикрона уже приняты другие нормативные акты, что у нас контактные лица, имеющие вакцинацию,
и переболевшие в течение 6, как я Понятно, говорила, да. да, они не имеют предписания от Роспотребнадзора и не идут в поликлинику, работают спокойно. Что касается тех контактных, у кого есть симптомы, только они Явные идут. симптомы. Да, то есть симптомы острого респираторного заболевания, только они идут в поликлинику, обращаются к врачу. А школы, садики, если, допустим, у кого-то или воспитатель, учитель, школьник обнаружил Давайте контакт... так разделим. Дети до 12 лет контактные. Они все являются контактными и изолируются. Понятно, спасибо. Спасибо, мы вернемся к разговору в студию буквально через несколько минут. Реклама пройдет, вы даже не заметите, не переключайтесь. Руслан, но не можем мы обойти в разговоре тему подростковой вакцинации. Если омикроном все переболеем, то может и не вакцинироваться? Слушай, я вот понял на собственном опыте, чуть не сказал в шкуре, да, что на самом деле вакцина работает. И вот я переболел омикроном, но переболел в легкой форме. Я уверен, что во многом благодаря прививке. А вообще давай спросим у знающих людей, которые сегодня на Давай, все, поехали. Не переключайтесь, мы говорим об очень важных вещах. Смотрите во второй части программы. Спутник М – это двукратная вакцинация. 5-й вал коронавируса испытывает на прочность нашу систему здравоохранения. Кто не вакцинируется, у них тяжело проходит. Чрезвычайные укольные меры. Взрослые ответы на детские вопросы о вакцинации. 921 жалоба – это жалобы, которые являются обоснованными. В прямом эфире БСТ, программа «Честно говоря». Сегодня мы в студии обсуждаем, как новая волна коронавируса испытывает на прочность наше здравоохранение и терпение. Врачи просят тех, кто запланировал вакцинацию или ревакцинацию от ковида, не откладывать. Теперь еще есть возможность иммунизировать подростков. В России на основе спутника ВИ ученые разработали препарат «Спутник М». Как проходит вакцинация? Посмотрим, обсудим. Вакцинация для 17-летней Язгуль Саитовой – шаг сознательный. Вся ее семья сделала прививку от коронавируса. Мои родители тоже вакцинированы полностью. Вот как-то так. Ты не болела? Нет. Ну ладно, мы тебе желаем здоровья. Спасибо. 30 минут тебе нельзя выходить из поликлиники. В первые 2 суток может болеть рука, зуб, быть часами. Может быть невысокая температура. Студентки медколледжа одними из первых пошли на вакцинацию спутником М. Очень скоро у них начнется практика, а это значит, что им, возможно, предстоит быть на передовой. Почему не подождали полгода и не поставили взрослую? Потому что у меня практика начнется в начале лета, а у меня в середине лета день рождения. Поэтому необходимо сейчас поставить. Потому что боюсь заразить своих родных, близких и себя. Сейчас хочу оберечь от ковида. Педиатры тщательно следят за поствакцинальной реакцией у подростков. Температура, головная боль и заложенность носа, говорят, это нормально. Эффективность препарата почти 93%, то есть устойчивые антитела образуются у 9 из 10 подростков. Спутник М – это двукратная вакцинация через 21 день, сделанная на спутник ВИ, нашим старым добрым, только ослабленная в 5 раз. Но делается она в первую дачу, через 21 день вторая дача. И уже как прошла все государственные исследования, государственный контроль. Взрослых тоже, как и прежде, ждут на вакцинацию от коронавируса, пока врачи наблюдают снижение потока желающих привиться. Все мои знакомые, кто делает, очень легко болеют после этого. Переносят прямо за пару дней. А вот Сейчас те, кто не вакцинируется, у них тяжело проходит. Возвращаемся в студию, уважаемые гости. Но вот мы так много говорим о коллективном иммунитете. Вот, Анна Андреевна, вот на ваш авторитетный взгляд, что является главным залогом для достижения этого вот, коллективного иммунитета, долгожданного? Вы знаете, если у нас даже 80% населения, если предположить, переболеет омикроном, и так называемый появится, в кавычках, природный иммунитет, нет такого понятия ни у науки, ни у медиков, этого не может быть, это не защитит. Защитит только вакцинация, потому что вырабатывается специфический иммунитет, направленный именно на ту часть вируса,
которое предостерегает от заболевания, То от есть тяжелого вакцинирование течения. по-прежнему остается Только актуальным, вакцинирование, да? Только вакцинирование. Ну, Фаль Шамильевич, но вы как смотрите, когда пациенты к вам попадают, тяжесть заболевания проходит, как вот вакцинированный, невакцинированный? Ну, однозначно, конечно, вакцинация, она улучшает течение. Даже когда был еще предыдущий вариант, мы видели, что, например, соотношение вакцинированных и невакцинированных было, невакцинированных было 9 в реанимации, и 1 был вакцинирован. То есть примерно так. Вот. И те больные, те люди, которые были вакцинированы, у них действительно легче протекает, может 1, 2, 3 дня, и очень редко действительно они приводят к тяжелому течению. Тем более при омикроне, потому что микрон сам по себе легче. И в этом случае вакцинация, она легче, чем дельта или вообще в принципе? Конечно, чем мы дельта. можем говорить, дайте нам, пожалуйста, немного надежды. Мы можем говорить, что коронавирус в конце концов уже выдыхается? В принципе, это можем говорить, потому что коронавирус, он борется сам с собой. Каждый следующий штамм должен быть более заразным, чтобы он мог выжить, чтобы он победил предыдущий, понимаете? А заразный, он, значит, будет легче переноситься, но он легче будет течь. Ну, да? То есть давайте менее будем тяжело откровенны, будут больные. да? Мы всю жизнь болеем сезонными простудными заболеваниями. Кому когда было дело и кто шел ПЦР-исследование делать на риновирус, аденовирус? Когда мы можем рассчитывать, что этот коронавирус, да, чертов, да, он перейдет в категорию сезонных ОРВИ? Ну, это случится сегодня, в конце несмотря концов? на большие показатели заболеваемости, мы как никогда близко к этому, очень близко к этому, потому что уже сейчас те мутации, которые происходят в вирусе, они уже позволяют людям, как сказать, не самоизолироваться вакцинированным и либо не болеть, либо болеть на уровне чиха. Понятно, В основном говорят об осени-зиме следующего года. Вот так. Да, сейчас, секунду. Елена, мы очень много и справедливо говорим о врачах-героях, и это не потеряло свою актуальность. 2 года уже продолжается это, хотел выругаться, пандемия. Да, пандемия. Сейчас врачи, ну, понятно, что они устали, да, и врачи, и средний медперсонал. Как они переносят эту очередную волну? Какие-то психологические особенности есть у нее? Вы как-то работаете вот с своими людьми, Да, работниками? Конечно, врачи и болеют тоже, и имеют возможность также и работать в первую очередь, не покладая рук, и круглосуточные дежурства. И сейчас вот нагрузка на работу в поликлиниках тоже дает свою значимость, наверное, в работе врачей. У нас проводится и в рамках выгорания, так скажем, врачей, медсестер, средних медработников, проводятся и психологические занятия с ними. Есть специально разработанные тест-программы, которые у нас с республиканским психотерапевтическим центром внедрены в нашу Елена, давайте работу. честно говоря, да, проблема выгорания есть. Есть. Да, ну, 2 года работать в таком усиленном режиме, это действительно, это как война. Да? Ну а рублем как-то это поддерживается? Есть, конечно, выплаты, которые идут федеральные у нас через фонд социального страхования. Определенная группа врачей, которые работают именно в красной зоне с новой коронавирусной инфекцией, они получают соответствующие доплаты. А вот ротация какая-то есть на самом деле вот на УФАЛЬ для работы в красных зонах? Или там одни и те же медицинские работники трудятся? Ну, безусловно, ротация есть, потому что даже вы видите, что какие-то больницы, они закрываются, какие-то заново открываются. Так или иначе она идет. И хотел сказать, что со стороны медицинского университета, вот тоже у нас большая поддержка, это не только студенты, это молодые врачи, ординаторы, практически все вот наши врачи, они работают. Наши специалисты, наши профессора, они работают в красных зонах, во всех ковидных центрах, и они практически возглавляют это дело, поэтому мы стараемся за счет этого, потому что, почему выгорание идет? Потому что очень такая однотипная работа, да, в течение многих 2 лет, это очень тяжело. Тяжело. Психологически, в полной защите, представляете, то есть это не так все просто. И действительно многие, и даже есть депрессия, какие-то вот усталость, безусловно, это идет. Но все равно идет ротация. Есть дежурство, есть вот смена работы, какие-то больницы открываются. Но определенный дефицит кадров все равно наблюдается, да, Елена? Конечно, как мы видим и как мы понимаем, почему, да? Наблюдается, да. Поэтому у нас госпиталя, кто-то уходит в резерв,
кто-то сейчас вот наоборот на боевом, так скажем, посту, поэтому в этом плане ротация обязательно есть. Ну, как есть, так есть, да. Анна, скажите, пожалуйста, вот является ли нынешняя кратная возросшая заболеваемость каким-то основанием для ужесточения ограничительных мер? Это тоже интересует всех. Ну, вот если вы заметили, телезрители, если мы все заметили, вот сейчас уже немножко риторика поменялась, не сколько заболело, а сколько госпитализировано. Да, вот да, что важно. Да, конечно. То есть заболевание может протекать в легкой и Ну и средней показатели тяжести. смертности, давайте откровенно, Конечно, тоже имеют снизились. значение. Поэтому, конечно, сейчас обращается внимание ровно на эти показатели. Как только мы увидим, что у нас заполняемость стационаров идет высокая, как только увидим, что тяжесть заболевания увеличивается, переходит в терминальной стадии, то тогда, конечно, будут ужесточения. Пока для Сегодня этого для этого оснований нет. В том числе я хочу отметить, что вот очень много и в социальных сетях к нам обращаются родители по школам. У нас сейчас достаточно мероприятий, когда классы закрываются, школы закрываются, то есть локально закрываются, но не перевод на дистанцию. Спасибо большое. Контроль за тем, как лечат пациентов в России, возложен на фонд медицинского страхования. Послушаем, с какими жалобами обращаются жители Башкирии к ним и как эти вопросы решаются. Будет ли за 5-м валом 6-й? Общее число жалоб в этом году было 1159, из них составляет 79,5%, 921 жалобы. Это жалобы, которые являются обоснованными. Все жалобы, они рассмотрены в досудебном порядке, все удовлетворены в 100% случаев. Но в основном с какими вопросами обращаются наши застрахованные? В основном это на первом месте у нас стоят обращения по поводу качества оказания медицинской помощи. На втором месте это по организации вообще работы лечебных учреждений. На третьем месте это взимание денежных средств. Кстати, вот по поводу взимания денежных средств, этот уровень обращений по этому поводу у нас снизился почти в 1,2 раза. И на третьем месте, в общем-то, эти жалобы, они так и остаются, так же, как и по всей Российской Федерации. И на 4-м месте у нас обращения в основном идут по поводу отказа в оказании медицинской помощи. У нас тоже этот же показатель в этом году, он снизился и составил всего 1% от всех обоснованных жалоб. Опять возвращаемся в студию. Елена, скажите, пожалуйста, насколько эффективно показала себя система обязательного медицинского страхования, через которую, напомню, зрителям идут все деньги на медицину, насколько эффективно она оказалась в период пандемии? Ну, в первую очередь мы обеспечили все государственные гарантии в рамках обязательного медицинского страхования, развернули достаточное количество коечного фонда в наших медицинских организациях. И вот на период октября 2021 года у нас было 8500 коек развернуто для оказания. Это был пик 2021 года. На сегодняшний день у нас 2300 коек уже развернуто, принимают госпитальные базы. Кроме этого, у нас лекарственное обеспечение в рамках программы государственных гарантий внедрено для всех пациентов, кто имеет положительный ПЦР-тест. У нас идет раздача или выдача лекарственных препаратов. За счет бюджета республики и федерального бюджета у нас были организовано оснащение госпитальных баз, поставка, проведение кислородных линий, кислородные емкости были построены и увеличено число коечного фонда, как я сказала, до 8500. То есть огромные средства были внедрены в систему здравоохранения. Но это имеется в виду инфекционные койки, инфекционные койки, то есть, которые были перепрофилированы из... А максимальное количество коек одновременно занятых сколько было? Ну, был такое? В любом случае мы оставляли где-то 10-12% свободного коечного фонда для того, чтобы у нас была ротация пациентов. Где-то 8200, 8100 это было. В целом, насколько мы можем судить, да, по той фактуре, которая у нас есть, при всех прочих все-таки наша система здравоохранения выдержала этот удар. По большому счету. Да, можно так говорить. Да. Анна, что бы вы могли порекомендовать людям, которые почувствовали недомогание, сразу нашли у себя сами коронавирус, что бы им можно посоветовать? Да, сейчас все мы диагносты, все, сразу в семьях, Поэтому, конечно, я бы посоветовала, вспомнить вообще всю историю вирусных заболеваний, и направить все внимание внутри семьи, на себя, что я должен сделать, как я должен себе помочь.
при возникновении там, легкой степени недомогания и да, принимать какие-то симптоматическое лечение, да, и только в случае человек должен понимать, что когда он звонит в скорую, вызывает врача, он не дает шанс выехать врачу к тяжелому пациенту, у которого реально есть угроза для жизни, у которого да? задыхается, да, у которого уже там давление у которого зашкаливает, инфаркт или инсульт, и так далее, концов, да. То есть мы должны с пониманием относиться к сегодняшней ситуации, не паниковать и проводить, как сказать, максимальное мероприятие, чтобы себя обезопасить. Это вакцинироваться, носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию. Я прошу прощения, вот, Науфаль, скажи, пожалуйста, а вот психосоматика имеет место быть? Вот человек может сам себе внушить, что у него коронавирус, или это невозможно, в принципе? Ну, это вряд ли, конечно. Сейчас такой период, когда действительно все заболевают. Другое дело, что человек может у себя вызвать такую паническую атаку при этом. Да? То есть он считает, что у него может температура 37, но он считает, что он умирает, и что сейчас чуть ли не там все случится, там, и обязательно ему нужно в больницу срочно, и его надо лечить там 10 антибиотиками, противовирусными препаратами. Просто надо объективно стараться спокойно посмотреть со стороны. Есть несколько симптомов, которые я уже говорил. Это высокая температура в течение нескольких дней, больше 38, нарастание одышки, появление нарушений сознания. Вот эти вот, это как бы такие критические точки. Все остальное как бы... А вообще вот антибиотиками не рекомендуется злоупотреблять? Вот как вы считаете? Даже не то, что злоупотреблять, они вообще в принципе при данной вирусной омикроне и других, они не показаны. Они показаны только тогда, когда присоединяется бактериальная инфекция. А это может только врач диагностировать, да? Да, я напомню, у нас грипп и ОРВИ сейчас, из респираторных заболеваний, их просто подъем тоже колоссальный на фоне вот общей паники, да? Потому что у нас в прошлом году были маленькие цифры, там, в 2020 году вообще грипп не выявлялся. Сейчас мы регистрируем. По поводу сезонного гриппа, да, который тесно связан с дистанционным обучением в школах, на самом деле напрямую связан, да. Вот решение о переводе на дистант той или иной школы принимается на каком уровне? Ну, во-первых, мы смотрим за эпидситуацией, мы получаем все экстренные извещения по каждому заболеванию в школе. И когда в совокупности грипп, ОРВИ и ковид, вот эти 3 вирусных заболевания, группа заболеваний, когда превышает 20% заболеваемости по школе, вот тогда руководство школы, обращаясь в Роспотребнадзор, обращаясь в Министерство образования, уже с ходатайством о том, чтобы перевести на дистант школу. То же самое происходит в классах. Свыше 20% это уже говорит о том, что процесс пошел, ну, как сказать, неконтролируемо. И надо переводить на удаленку, да? У нас есть такая вот традиционная фраза в программе, да, свет в конце тоннеля. Ну, коронавирус такая тема, что этого света не может не быть, конечно же, он есть, да, безусловно. Но вот давайте коротко, да, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям в контексте темы вот этой 5-й волны? Ну, во-первых, спокойствие, как говорил Карлсон. Да, ну и грамотности гигиенической, потому что в основном все наши проблемы – это от нашей необразованности гигиенической. Надо вспомнить, если кто-то не помнит, пожалуйста, ресурсы Минздрава, Роспотребнадзора, все в красивых картинках. Руки мыть, носить маску, да? Да. Елена. Я хочу пожелать только всем здоровья в первую очередь и соблюдать меры, которые направлены на профилактику этой инфекции. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, соответственно, да. Тоже разумно подходить к этой ситуации. Надо посмотреть со стороны, может быть, 1-2 дня подождать. Необходимые меры, там, жидкость, какие-то, если высокая температура, постараться снизить и знать, что в 95-99% заболевание пройдет за несколько дней достаточно быстро. Оно может чуть-чуть дальше, но вот это будет главное. Все понятно. Большое вам спасибо, уважаемые гости, за то, что нашли время прийти к нам в студию, за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. Будет ли за 5-м валом 6-й или 9-й? Так или иначе, пока корабль нашего здравоохранения хоть и скрипит, но продолжает идти своим курсом. И если на борту не будет критичного перегруза или паники, и вся команда будет работать слаженно, то ясно одно, мы совершенно точно преодолеем эти трудности. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.